В ходе судебного заседания присутствующий не имеет права допускать реплики и высказывания. Граждане в случае нарушения порядка. Я удивляюсь времени прибытия. Обоснованно удивляюсь, потому что судебное заседание вообще формально было начато. Просто за этим залом никто не может. Извините. За неподчинение распоряжениям председательствующего либо в случае нарушения порядка во время судебного заседания, равно совершения иных действий свидетельствующих о явном пренебрежении к суду, возможно привлечение к административной ответственности. Для обеспечения порядка в судебном заседании присутствуют сотрудники милиции. Разъясняю, что в зале судебного заседания ведется аудио и видеосъемка для служебного пользования. Пожалуйста, Сергей Сергеевич, заявляйте ходатайство, если у вас такие имеются. Ну, допустить адвоката Олесика Павла Евгеньевича. Это первое ходатайство. Данное ходатайство по разделению, пожалуйста, Павел Евгеньевич. Да. И Каминский явился. Что значит? Ну, попросить его в качестве свидетеля, чтобы он рассказал, как его избивал Сергей Петрович Игнатьев. Просите допросить в качестве свидетеля Каминского, явка которого была обеспечена. Но выясняется мнение по данному вопросу, пожалуйста, Не возражаю. не возражаете. Поддерживаете? Поддерживаете? Не возражаю. Возражаете? Не возражаете. Не возражаете. Выдать заявленное ходатайство о допросе обеспечения явки свидетеля Каминского. Еще заявление ходатайства. Каминский на коридоре? Да. Пока не имеется. Если вы можете присаживаться, Павел Евгеньевич, я жду. В качестве защитника обвиняемого допущенного адвоката Олесик имеется ли заявление отвода? Не имею. Имеется. Не имеется. Имеется ли заявление ходатайства у адвоката Олесика? Не имею. Не имеется. Переходим к вопросу свидетелей. Пожалуйста, голову. Передайте, пожалуйста. Судом устанавливается ваша личность. Назовите, пожалуйста, правильно вашу фамилию, имя, отчество. Когда вы родились?
28 июня 98 года. Вы проживаете? Ну, ваш почему спросил? Громче. Ну, ваш почему спросил? В этой части не очень принципиально. Следующий, пожалуйста, ответьте. Работаете где и кем? Дело проходит в качестве свидетеля. Пожалуйста, поясните суду, не является ли обвиняемый Петрухин членом вашей семьи близким родственником. Предупреждаете судом об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний. Понятно вам? Необходимо говорить суду правду. Пожалуйста, подойдите и дайте суду подписку о том, что предупреждены об ответственности. Свидетель, поясните суду, вы с обвиняемым Петрухиным знакомы? Нет. А с потерпевшим на первой скамеечке сидят? Нет. Не знакомы. Скажите, вы присутствовали, возможно, при проведении каких-либо процессуальных действий в отношении обвиняемого в прошлом году? Ну, да. Расскажите, что это были за процессуальные действия, где они проходили? Я присутствовала на осмотре. Его, ну, как мне сказали, его жилище. И занималась техникой, но не помню какая. Помню, что он в работе, ну, он учился всегда. В детстве незаконные милиционеры были. Потом, после всего, после осмотра, участковый его еще опрашивал дополнительно, но вдруг он подписывать ничего не стал. Ну, Скажите, а вы в качестве кого присутствовали на осмотре? Понятно. Скажите, вам перед проведением осмотра разъяснялись ваши права, обязанности? Да. Разъяснялись. Разъяснялось ваше право, что вы можете делать замечания в протокол, присутствовать при осмотре. Разъяснялось. Скажите, с вашей точки зрения, как понятого, какие-то либо нарушения законодательства были допущены при проведении данного осмотра? Вы пояснили, что изымалась техника. А какая техника? Бытовая, компьютерная? Компьютерная. Компьютерная. Ну, а вот что хотят компьютеры? Ну, там, систему, телефон мобильный, планшет, монитор. По-моему, точно не помню, но телефон. Сейчас что-то. Не помните, лучше не сочиняйте. Да. Если Если не помните, Я сказала, то что помню, а остальное не помню. телефон помните. телефон помните, остальное не помните. Но изъяток было больше. Не помню. Не помните. Хорошо. Скажите, предметы, которые изымались, они описывались как на месте? Да. Описывались. Скажите, вы удостоверялись своими подписями протокола осмотра? То есть то, что указано в протоколе, оно соответствует действительности? Вы пояснили суду, что свидетели, что сотрудники милиции еще опрашивали обвиняемого. А вот по каким вопросам опрашивали? Вы помните? Вы помните? Не помните. Вопросы больше. Пожалуйста, присоедините потерпевших. Допросите свидетелей. Скажите, пожалуйста, когда работник милиции опрашивал обвиняемого, вот те ответы, которые давал Петрухин, он записывал куда-то? Да. Протокол. Протокол был. То есть при опросе Петрухина велся милиционером протокол. А что это был за милиционер, вы помните? Кто это был? Участковый? Участковый это был. Участковый, да? Фамилию не знаете? Петрухин свободно рассказывал или отвечал на поставленные милиционером вопросы? Ну, что-то отвечал, ну, что-то нет. Ну, то есть допрос был построен, или этот опрос был построен таким образом, что ему задавались вопросы, он отвечал, или он свободно в таком рассказе что-то излагал милиционеру? Нет, ничего не задал. Отвечал на вопросы.
Долго длился этот опрос? По времени не можете с ним находиться. А вы в это время где находились в этом опросе? Помещение. Тоже с ними же. Рядом же. Помимо вас еще был кто-то из понятых? Да, это еще один был. А этот человек где находился в момент опроса? Тоже с нами. А где это происходило? В комнате? В квартире. В квартире, ну там, наверное, несколько есть комнат в квартире. Там одна комната. Так, ну есть, наверное, кухня же, да? Зал, наверное, В это зал. зале. То есть, по-вашему, это было в зале. Ему предлагалось прочитать протокол, который уже был записан. Что он сделал? Как он вел? Казалось, что не читать. А после того, как отказался читать, было предложено подписать? Надо подписать. Тоже отказался подписать. Чем это он мотивировал чем-либо или без Я не всякого? могу сказать, не знаю. Помните ли вы, что он говорил на этот протокол? Ничего не помните. Ну, это ваш вопрос. Пожалуйста, разрешите допросить свидетеля. Хорошо, скажите, а помещение, вот, в котором опрос производился, это комната, да? Вас не удаляли оттуда на период опроса? То есть вы и Я второй находилась- понятой присутствовали, слышали? Мгм. Понятно. А в каком помещении конкретно вот было обнаружено что-то из техники? В зале. В зале? Точнее, можете указать? Нет. Просто в зале, помните. Что нет вопросов больше. Пожалуйста, только не разрешите допросить свидетеля. Я вас видел в Ленинском РУВД. Вы 2 раза. Вы сотрудник внештатный? Нет. Вы осведомитель внештатный? Я просто вас видел, я просто спрашиваю. Сколько раз вы участвуете в осмотрах? А? Тишина, пожалуйста. Я разговариваю с свидетелем. Не перебивайте меня. Видите. Свидетель, вы отвечаете на вопросы после того, как я вам разрешу. Понятно? Сергей Сергеевич, пожалуйста, задайте вопросы свидетелю по существу предъявленного обвинения. Вы часто участвуете в осмотрах? Нет. Сколько раз участвовали? 1 раз. Вы в своих показаниях сказали, что вы сотрудников милиции, которые проводили осмотр и опрос Петрухина, я знала визуально, так как ранее несколько раз уже участвовала понятой в проведении следственных действий. Это ваши слова. Петрухина вы сколько раз были? 1. А до этого вы Нет. не участвовали в осмотрах, обысках? Нет, не участвовала. Я просто не пометил эту страницу. Можно это как-то посмотреть, где или вы позняли? Можно? А можно посмотреть, где ее допрос? Потому что я привык все фотографировать, но поскольку мне не дали фотографировать, я, конечно, таких тонкостей не знаю, что там страницу не записал. Том 4 не сделал 63. Ну, 5, 64, 65. Том какой, 4? Том 5. Нет, 5. Четвертый том, да, четвертый, да. Везде на 63. Четвертый, 63, это вопрос бонус. Ну, точно было, когда знакомились с материалами дела, том
том 4 раздела 63. Протокол допроса от 20.12. Может, там как-то написано? Есть что, не помню, 63. Нет, пятом я только что прочитал, там нет противоречия. Нет, тогда единственное. Может, просто это были копии из материалов административного, там, может, там где-то во втором, может? Во втором даже копии. Нет, копии, может, это среди этих копий? Нет, я вот переписывал ее данные там, и вот ее цитата. Сотрудники милиции, которые проводили осмотр и опрос Петрухина, я знала визуально, так как ранее несколько раз уже участвовала понятой при проведении следственных действий. Это цитата. Показания это Олимпиада. А? 63, 65. Декабря 2018 года. Да. А какой это был? 4? Это 5. Да, я перевожу. 5, 63, 65. Так, это студент, да? Проживаю. Казни. Посмотрим. Не помню. Поиск сотрудников милиции участвовал при проведении осмотра жилища Петрухина в качестве понятой. Также помню, что в ходе осмотра разрушался. Потом опросили. Сотрудник записал. Зачем Петрухин отказался отвечать на вопросы? Какое причина не помню. Содержание ролика не помню. Сегодня зарегистрирован в социальной сети ВКонтакте. Отказался пояснять, что все трудно. Помню, уже сотрудники милиции, которые проводили осмотр, я просто Петрухина не знал визуально. Да, есть доказательства. В самом конце. Так как ранее несколько раз уже участвовал в моем при проведении следственных действий. Было такое? Ну, чтобы не... Ну, участвовали вы в проведении следственных действий? Раньше? Вообще, в принципе, В жизни своей? Да. Участвовали. Мы про вас про это и спрашиваем. Ну, почему сейчас про Петрухина? Нет, про Петрухина мы уточнили. Петрухина были один раз. Я потом назвал вообще в целом. Вы сказали нет. Суду Сергея Сергеевича постановлено дал назовите ходатайство об вынесении ваших показаний. Потому что противоречит. Я участвовала в таких действиях. Участвовали. Будучи студентом. Да. Утверждается. Так, пожалуйста, еще вопрос. Вы штатный понятой? Нет. Нет. Так, потерпевший вопрос. Не имеется. Если он решается вопрос, возможно освободить в дальнейшем части свидетелей. Возможно. Если возможно. Защита не возражает. Возражает. Спасибо вам за участие. Необходимо ли вам отметить повестку, что это судья? Спасибо. Ходите, пожалуйста, к трибуну, передайте паспорт секретарю. Судом устанавливается ваша личность, назовите, пожалуйста, правильно ваше фамилию и отчество. Капуза Иван Иванович, Когда вы родились? 22.06.1969. Работаете где и кем? Работаю охранником в ООО «Евроот».
Город Брест, Гвардейская 7, 113. Вы проходите в качестве свидетеля. Пожалуйста, поясните суду, не является ли Трухин членом вашей семьи и близким родственником. Нет. Предупреждаете суд об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний. Понятно вам? Необходимо говорить суду правду. Пожалуйста, подойдите и дайте суду подпись. Свидетель, поясните суду, вы с обвиняемым знакомы? По роду службы, да. Скажите, отношения у вас с ним какие? Хорошие, человеческие. То есть неприязненных отношений? Никаких непривязанных отношений у меня с ним не было и нет. Скажите, а с потерпевшими знакомы вы сидят на первой скамеечке? Да. С кем именно? Игнатюк Все? и Дмитрий. Фамилия помните? Дмитрия. Душевич? Душевич, да? С потерпевшими вы знакомы еще? По роду службы. А вы до трудоустройства в Европе работали где? Участковым инспектором Ленинского РД. Скажите, какой административный участок вы обслуживали? Административный участок я обслуживал микрорайон Гравенко. Это УПП номер 4. Скажите, вы уволены из органов внутренних дел когда и все еще? Значит, уволен в запас по уходу на пенсию в июле 1917 года. 2017 года. Скажите, вам такая фамилия Каминский говорит о чем-нибудь? Да, говорит. Что можете сказать о этом гражданине? Значит, по роду службы Каминский? Конкретно предъявлено обвинение. Ясно. Скажите, обвиняемому явлено то, что он сообщил в интернет-сведения о том, что якобы участковый Сергей Петрович Игнатюк избил на горке Павла Каминского вместе с милиционером Камузе. да, и мне это известно. Скажите, о каких событиях здесь идет речь, каковой факт описывает обвиняемый в этом? Значит, это было был задержан 3-4 июля 2016 года по сообщению бывшей супруги о том, что противоправные действия в отношении ее ведет ее бывший муж. Каминский Павел. Да. По прибытию по месту жительства, значит, Каминский убежал из дома, когда она вызвала нас. В направлении, как она пояснила, бара. А вы были, простите, с кем тогда? Я был с участковым инспектором Игнатюком. Да. Прибыли мы по месту указания супруги, где он находится, обнаружили Каминского Павла. Мы попросили его пройти на административный участок ОПП номер 4 для разбирательства. Каминский стал агрессивно вести себя. Но все-таки вышел из бара, мы прошли в опорный участок номер 4, это все неподалеку, и стали в отношении Каминского Павла административный процесс вести. Скажите, в процессе задержания Каминского, провождения его на опорку или на самой опорке, применяли ли вы либо какие-либо другие сотрудники милиции к Каминскому физическую силу? Каминскому мы применяли, когда он отказывался пройти на опорный участок милиции. Может, помните, какой вид физической силы применялся? Значит, загиб руки и одели наручники. Больше ничего мы не применяем.
Скажите, о фактах применения физической силы вы как-то в какой-то учет сообщали? Книга, может, если какая-то? Да, в книге записано. О том, что применяется Да, физическая сила. совершенно верно. Скажите, на ваших глазах, наверное, видели ли вы, чтобы участковый Сергей Петрович Игнатюк избивал Павла Каминского? Не применял к нему физическую силу, а именно избивал на решение своего пострадания? Нет, этого не было. Вот, данного гражданина мы доставили на опорный участок, у нас есть место для задержанных, где мы его поместили, и он там находился. Вот. Когда вот мы проводили административный процесс, вот, он попросил позвонить матери. Вот. Что я ей сделал? Дал я телефон ему, он позвонил матери, приехала мать на опорный участок. Через некоторое время, значит, он сидел за столом напротив меня, и я составлял в отношении его административный протокол. Приехала мать, стала его учить. Значит, бить по голове, сумкой, кулаками. Я стал успокаивать. Говорю, что вы прекратите противоправные действия в отношении своего сына, иначе на вас составим протокол. Ну, мать как-то успокоилась, все. И мы дальше начали проводить, вот он ознакомился с данным материалом. И вызвали вот, служебную машину, тогда мать сказала, что она будет жаловаться. Что мы его... Ну, все, спасибо. Дальше вопрос такого характера. Скажите, после вашего увольнения из органов внутренних дел, может, к вам обращался обвиняемый с вопросом о том, чтобы вы, как бывший участковый инспектор, может, дадите какой-то комментарий по поводу этой ситуации? Может, сообщал вам, что какой-то репортаж проводит на уровне Каминского? Нет, это он не сообщал, но он буквально 1,5 месяца позвонил, и вот, мы разговаривали с ним, он меня расспрашивал, как мои дела, я также спросил, как у него дела, где он рассказал, как вот, у него в суде производились вот, по заявлению раздела имущества, он мне рассказал, поблагодарил, то, что я к нему хорошо относился, и все, мы разошлись, больше звонков не было. То есть вопросов по Каминскому, по этой ситуации не задавал вам? Не задавал. Да. Хорошо, нет вопросов больше. Скажите, пожалуйста, а что-либо о ролике, который был размещен на YouTube, вам известно? Да, мне известно, вот, мне сообщил вот, участковый инспектор Игнатюк. Когда это произошло? Ну, точную дату не смогу сказать, но это произошло месяц или 1,5. В этом году? В этом году. В 2018. Ой, 19. В этом году, в 19? Да. А на следствие вас вызывали? Да, меня вызывали неоднократно. Ага. А можете уточнить время в 2019 году? Это было в начале этого года? Ну да, нет. Да, ну месяц назад, 1,5, ну, наверное. Подождите, месяц назад уже следствие шло? Не, ну и ранее, да, было. Когда вы впервые узнали о ролике, я у вас спрашиваю? Впервые узнали мы, вот, по-моему, в 16-м или 17-м. Ролики, которые Давайте мы уточним, размещены в какой ролик. интернете. Да, может быть, Да. заблуждение свидетеля, Да, может быть. отсутствием уточнения. С учетом, нашему обвиняемому предъявлено обвинение, он разместил ролик на Ютубе, в котором в том числе фигурируете и вы, и Игнатюк, где указывается, что вы и Игнатюк, вот вам оглашал его представитель государственного обвинения, избили Каминского в опорном пункте.
Вот об этом ролике я вас спрашиваю. Когда вы узнали о том, что такой ролик существует в интернете, на YouTube размещал? В 18 году, ой, в 19 году. 19 это вот нынешний год. Да. И также вот, ну, это происходило в 16 или в 16-м. Также вот и в 18-м году вот, Там были другие ролики. ну, неоднократно вот, как бы. Вот об этом конкретном ролике я у вас спрашиваю, когда вы узнали о нем, что он есть уже в интернете. Это в этом году, месяц назад. Месяц-полтора. Вот, Секунду, Иван Иванович, еще раз отвечаю на ваше внимание. Согласно протоколу допроса свидетелей, допрашивались, следователь вас допрашивал? допрашивал. 20 декабря 2018 года прошел допрос. По недавнему допросу вы сообщали о том, что Так. с Петрухиным знаком, ладно, не общался, отношений не было, деятельностью не интересовался, а бывший коллег из правоохранительных органов неизвестно, что на сайте YouTube выложил ролик, в котором он же, находясь в здании суда, говорит о том, что Игнатюк и я избили Каминского в уголовном кодексе милиции. Это не то, что противоречие, просто я говорю о том, что 20 декабря при допросе следователя вам уже было известно о том, что есть такой ролик, ну, по крайней мере, исходя из ваших показаний, это правда? Да. Так там неоднократно он выкладывал, я уже как бы. Хорошо, правда, давайте дальше. То есть это произошло в 2018 году. Да, Узнали в 2018 году. От кого история? Из Игнатюка. Сами вы просматривали этот ролик? Сам я не просматривал. В этом ролике информация соответствует действительности? Ну, по словам, да. И чьим словам? Ну, Игнатюка, вот то, что он рассказал мне, как вот это. Вы смотрели ролик? Про ролик я спрашиваю. Информация, которая сама соответствует. Он ответил на вопрос, что он не смотрел. Вы лично ролик смотрели сами? Я сам не смотрел. Все, поэтому остальные вопросы он не задавал. В части соответствует, не соответствует. Пожалуйста, вопросы по существу предъявленного мнения. Скажите, вы сами, когда узнали о том, что есть такой ролик в интернете, не обращались в правоохранительные органы с заявлением о привлечении Петрухина к ответственности? Нет, я не Не было у вас такого Не было. желания? А почему? Постоянно выкладывал там. Как бы, Вы можете объяснить, почему? Вот вы сами не захотели защитить свою честь и достоинство? Ну, мне спокойствие нужно, а не с Ну, ним. так скажите, не суды, да? Да. А на сегодняшний день, что вы знаете, ролик этот по-прежнему демонстрируется в интернете? Что Да. вам известно? Кто вам об этом сказал? Вот, на работе говорили. Новый? Что? Новый ролик? Да. То есть, что в этом ролике фигурируете вы? Да. Так. Больше нет вопросов. Пожалуйста, Александр Васильевич. Скажите, пожалуйста, вот вы стали говорить, вы сами ролик не видели, да? Но вы знаете, что вы фигурировали в этом ролике. Да? С чьих слов? Вот вы Ну, я говорю, вот. Самый первый раз вы знали. От первого, вот, от Игнатюка. от Игнатюка. Да. И вот вы стали говорить, что со слов Игнатюка там этот ролик соответствует действительности. Ну, что он на нас льет грязь. Кто? Петрухин, блогер. Это со слов Игнатюка. Да, Но сами вы не видели, что там говорится, не знаете. не видел. Скажите, а вот вы говорили о том, что применялось физическое воздействие к Каминскому. Да.
А какой именно? Загиб руки для... Загиб руки за спину и ПРС. В какой момент? Когда доставляли его на опорном участке. Тоже об этом А говорили. на самом опорном участке применялись какие-либо меры физического воздействия? На самом участке мы доставили, его поместили в комнату для задержанных. Где он находился, кричал. Выходим. Ответьте, пожалуйста, однозначно на вопрос. На самом опорном пункте, там все вопрос, да, нет. Применяли ли Каминскому бессилу? Да, Нет. Нет, все, не надо рассказывать, вы уже это рассказывали. Скажите, а вот эту информацию о физическом воздействии, где-то она содержится? Не отвечайте. Вот я ну, свидетели нам об этом уже повествовал. Нет, мне просто хочется сказать, кто эту информацию Ну, туда... так вы так и скажите, потому что он же нам... Кто, Спросите, о применении вот в кто делал отметку в Кто журнале? делал отметку в журнале, да. Мы с Игнатюком. Вы вдвоем с Игнатюком. И вы, и он. Да, мы вот, после доставления в РОВД. То есть загиб рук и... Совершенно верно. Да, газовый баллончик, я так понимаю, да? Нет. Газовый баллончик не Не применялся? применялся. Не применялся газовый Не баллончик. применялся. И такой отметки в журнале тоже не делали? О газовом баллончике, применение? Нет. Не делали. Я не помню уже. Не помню, не применялся, Ну там написано все, когда применялся. Я же не каждого человека не именно... Не помните, давайте дальше вопрос. Скажите, пожалуйста, а известны вам такие фамилии, как Борисюк, может, в ходе своей служебной деятельности, Левченко? Задерживали ли вы таких с Игнатюком? Зачастую не относится. Понимаете? Борисюк и Снимается Левченко. вопрос. Не понял. Скажите, а может в связи с допросом свидетеля вопрос еще и к Игнатюку? Да. Дальше, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы также подтверждаете, что никаких мер физического воздействия не применялось на опорном пункте? В Каминском? Нет физического воздействия, применения физических средств нет силы на опорном пункте. И газовый баллончик также не применялся? По пути исследования применялся газовый баллончик. Причем есть соответствующая По пути следования. Да. То есть загиб рук, газовый баллончик, и ПРС. а БРС это наручник. В связи с чем прошу тогда огласить показания Игнатюка. Они не были оглашены в ходе предварительного следствия. Это том 3 или дело, если он, конечно, такой же, 16. Что? В части применения мер физического воздействия. Дмитрий а от какого числа? От 7.07.16 года. 16 года? Новый год. Ну, в 4. В копиях административных есть протокол допроса одного адвоката 18 года. Не чекаем имеется в виду.
Каминской. Четвертое чутье. Четвертое, 16. Ну, да, первый том 2 опроса в апреле. Во втором томе 1 опрос в марте 2018 года. Да, третий том. Смотрим третий. Вопрос потерпевшего Гнатюка И4 сделан. Это уже 15 июля 2018 года. Не тут. 15 июля. Далее. Нет, это уже не те. Ну, это все, и дальше пошло. Поэтому я, к сожалению, не знаю даже, что сказать. Там допрос Каминской, вот супруги, по-моему. А потом идет после него допрос Игнатюка. А после допроса Игнатюка допрос Капуза. Это маленький вопрос. Вы знакомились в суде? Я просто не помню. Не в суде, на следствии. Так, может быть, оно пришло в другом формате. Так, Не, я же не знаю, на каком этапе вы знакомились. Я шучу. Ну, готов попросить, но его у нас просто нет. 3, 4, 4 классе. А вот в том дело, где опрошена супруга и мать Каминского. Это В рамках уголовного дела? в рамках уголовного дела. А может быть... Мать Каминского не опрашивалась. Она в административном, может быть, это из какого-то из этих материалов, и то это будет, это может быть в рамках проверки по 426. Может, это как фотографии. Так, а проверка у нас была тоже 4. Может, тогда то начало 14 или дело 14. Ну, вы или да, есть. Том 4, сделала 14, 16. Это объяснение 7 июля 2016 года опрашивается Сергей Петрович. Опрашивает следователь Петросюк. Так. Поступила дежурную, так, по прибытии, поступила в Каминскую Диана Александровна, пояснила, зная личность Каминского, для террасы увидели, далее подошли, предложено расследовать, выполнял, поднялся со стула, взяли его под руки, направились в ОБ. После доставления Каминского на ОКОП, он начал оскорблять свою бывшую супругу, высказывал угрозы расправы. Хочу напомнить, что Каминский находился в состоянии алкогольного опьянения, это было видно по мимике, жестом, смазанной речи, следует недопущение свержения Каминским, планом его противоправно действия, было принято решение допустить его помещение для задержания. Когда мы его помещали туда, он закричал, выражая нецензурную бранью в адрес меня и Капузы. Когда Каминский Павел был приглашен для дачи объяснения в кабинет, после сопровождения его из помещения для задержания, он направился на выход из ОКОП. Я просил его вернуться, но мои требования не выполнял. Тогда я догнал его и на крыльце ОКОП применил газовый баллончик шок. После этого я вместе с ним пошел в коридор ОКОП. Там Каминский Павел снова начал принимать попытки выйти на улицу с целью допущения его выхода на территорию. Я и Капуза применили в отношении его физическую силу и задавил за спину. Также в отношении его криминального следствия БРС. После применения физической силы мы уложили его на пол головой вниз. Я не исключаю, что он мог при этом удариться головой в пол. Также от спецсредства ПРС у него могли вызываться следы на запястье. Примерно в это же время на пол была вызвана Каминская для дачи объяснений. Когда она пришла, она оскорбляла, условилась это и дальше промахнула. Так, в этой части? Да. В этой части. Такие вот были объяснения 7 июля 2016 года.
Вот возникает Я помню, это все применялось не в опорном пункте, а На улице. на улице. В опорном пункте не применялось, газ тем более. Ну, там сам Нет, газ написано, что на коридоре. укладывали его на пол, да. Вложили, потом завели, потом сдерживали. Все. После этого он успокоился, сняли с него наручники, и он пошел к Ивану Ивановичу давать объяснение с участием в административном процессе. Так вы говорите о том, что применялось к нему физическое воздействие уже после того, когда вы его доставили, после того, когда посадили в клетку, и потом, когда его из этой клетки выпустили. И он якобы стал уходить, и вы на пороге его остановили газом. Изначально, когда он сидит, а потом, когда он сидит. Когда он собирался в нашу и он находился недолго. Буквально пару минут он успокоился, и мы совершали необходимые административные процедуры. Ну, вы подтверждаете, что укладывали его на пол, причем он мог ударяться головой? На порог. Но вы там не говорите о том, что вы это на пороге, что вы его брызнули баллончиками и вернули в здание, где уложили на пол, и он мог неоднократно удариться головой. Все это происходило на шоке. Насколько я сейчас говорю. То есть сейчас вы говорите о том, что это было не в пункте, а еще на пороге. То есть это он уже попытался уйти, а вы его возвращали. И это было на пороге опорного пункта. Скажите, а вот такой вопрос. Откуда у Каминского на следующий день вот могли образоваться те телесные повреждения, которые были выявлены в ходе судебно-медицинской экспертизы? Женская сумка не очень маленького размера. Секунду. Либо как-то так существует предельное обвинение, либо просто такой вопрос. Мы не следуем, откуда у Каминского телесных повреждений. Нет, но предметом рассмотрения данного дела является заявление Петрухина о том, что Каминского избили в опорке. Вот я и спрашиваю, следователь милиции говорит о том, что это неправда. Я и спрашиваю о том, Вы спросите, применяли вы Игнатюк силу? Пожалуйста, это будет обоснованный вопрос. А откуда у Каминского телесные повреждения в рамках данного судебного разбирательства, мы не выясняем. Ну вот... При том, что он уже объяснял, откуда не мог. Хорошо, тогда от тех воздействий, которые вы применяли к Каминскому в ходе его задержания, могли ли у него какие телесные повреждения образоваться? Я не имею. Какие телесные повреждения могут образоваться. Как вы думаете, если человека ложить на асфальт, говоря лицом, могли у него парусами образоваться? То, что его мама на руке била сумкой. Вы считаете, что мама его сумкой била? Не считаю, в этом уверен. На этом буду стоять до конца. Потому что все это было нормально. То есть от укладки на пол у него могла образоваться ссадина надбровной области? Судьи тут протестую, не эксперт в этих Понимаете? И тогда мне еще просьба огласить показания Капузы, которые там же должны быть сразу после показаний Игнатюка. Или до, я уже не знаю, когда. После. В этой же части. Да, да. В части места применения силы. Да. Протокол получения объяснений 16 июля 16 года Иванович, который был важен. Игорь Петрович, может присесть? Никаких вопросов? Нет, нет. Значит, Иван Иванович, слушайте, пожалуйста, внимательно. Это тоже была проверка, это же следователь Петросюк. Так, подойдем к пару, представились, предложили пройти на опорный пункт. Каминский стал возмущаться, обижал на суд, находился в состоянии обвинения, предложили ему пойти с нами, согласился идти с нами в штаб. Взяли его за руки, с целью того, чтобы он не убежал, втроем отправились в опорный пункт. Мужчина, который находился Каминский, направился в местное направление, вел себя спокойно. По прибытии на опорный пункт Каминский стал бурно возмущаться. По поводу задержания разъяснялось ему, что больше всего Каминского явно сообщил, что между ними прошел семейный скандал. Тут мужчина стал рассказывать на фоне своего возмущения, затем он сказал, что мы его незаконно задерживаем, направился далеко до ОПОП. Далее Игнатюк попросил его вернуться, он не останавливался, Игнатюк взял мужчину за одежду с целью допущения выхода за пределы ОПОП, так как разбирательство еще не было закончено. Так Каминский
не выполнял законные требования Игнатюка, в отношении его была применена сила визуальную руку за спину, применялся прием обездвижения, а также спецсредства ПРС и газово-баллончик шов. При этом спецсредство в виде газово-баллончика шов применялось на крыльце опор. Когда Каминский пытался выйти на улицу, это мне рассказал Игнатюк. Загибая руку за спину, прием обездвижения и спецсредства ПРС применялось в коридоре опор. В дальнейшем Каминский был помещен в помещение для задержания. Это было произведено с целью допущения сопротивления применения требований. Я так пропоную. Могли быть такие обстоятельства. Да. Вот шок был, мог быть шок. Да, да. Скажите, а в коридоре, вернее, укладывали где его на пол? Вы видели, чтобы Каминского укладывали на пол, лицом в пол? Ну, я же подошел. Видели, вы помните или не помните? Видели? Да, я видел. Нет, не видел. Я тогда отошел к себе в комнату. Вот, а Игнатюк был вот с ним. И он выбежал. Вот, тогда, уже когда я услышал, вот, что там что-то происходит, я выбежал. Что вы слышали? Ну, я увидел, вот, что Игнатюк держит Каминского. Каминский стоит и лежит. В тот момент стоял. Уже стоял. С наручниками? С наручниками, по-моему. Это где это было? Они стояли? Это вот, при выходе на улицу. На улице или в коридоре? Ну, в коридоре вот, это, при выходе. Что у вас коридор? У нас 16 или 18 квадратов. Коридор. Да. Он длинный или широкий? Ну, широкий-то и... Нормально, то есть не то, что узенький коридор. Нет, широкий. Это уже как после того, когда вы пришли, и вы уже Когда пришли, расположились да. в себя. Я вот занимался административным процессом, выкладывал в тот момент вот, административный протокол, чтобы составить и также опросить вот, Каминского и Каминскую. И вот в тот момент вот, он выбежал, и вот Сергей Петрович за ним побежал. Откуда он выбежал? Что? Откуда он выбежал? Он находился вот, в комнате для задержания. Вы в комнате для задержания? Да. Она была не закрытая. Вот, Секундочку, Иванович, снимается даже вопросы. Это не предмет исследования по данному уголовному делу. Мы рассматриваем какую-то Каминского рассматриваем сегодня. Мы исследуем уже микродвижение Каминского. В сути предъявленного обвинения, пожалуйста, просто свидетель. Как вы считаете, причинил какие-либо телесные повреждения Каминскому и Игнатюку? Я считаю, что нет. Потому что он, когда передо мной... Два протеста. Почему? Вопрос звучит, как считается, то есть сказывается личное мнение свидетеля в данном вопросе, не объективно. Меня это тоже Что же, не спрашивает сомнения, да. Предположение. Переформулируйте, пожалуйста, вопрос. Ну, тогда прямо причинил ли Игнатюк Каминскому какие-либо телесные повреждения? Не мог он причинить какие-либо, если Каминский передо мной вот, находился, вот, когда мы рассматривали административный процесс, он был цел. Когда вот, соответственно, ворвалась мать, и когда она начала вот, сумочкой бить его по голове по разным частям, потом кулаком, я неоднократно ее успокаивал. Неоднократно. Понятно. Игнатюк исключен. Точка. Мать мы не исследуем. Он говорит, что не мог. Не мог. Вы считаете, что не мог? Не мог. Мать могла. Мать мы не исследуем. Ясно, нет больше вопросов.
Скажите, а в отношении матери вы составляли какие-нибудь Нет, документы? в отношении матери, в связи с тем, что я Каминскому предложил написать заявление, он отказался, мы не составляли. Провелись профбеседы. Ясно. Что вам известно? Отменялись постановления, какие-то выносились, обращался с заявлением Каминский в Неоднократно. отношении Да, противоправных действий неоднократно. ваших, Игнатюка. В отношении меня и Игнатюка. Хорошо. Так. А вообще до 3 июля вы с ним пересекались, с Каминским? С Каминским неоднократно. Иван Иванович, 16-го года. Иван Иванович, ко мне повернитесь. Да. Я старший. Июля год. 2016 года. До июля 2016 года с Каминским пересекались. Неоднократно. По работе? Так точно. По работе. Пожалуйста, вопросы. По существу прикладной Когда-либо ранее он обращался с жалобами на вас до вот этого. Снимается вопрос. Иван Иванович, встаньте за трибуну, смотрите на меня. Или вас. Плохо слышите. Нет. Все, да, вы смотрите на меня, просто слушайте вопрос. Нет вопросов у меня больше. Нет вопросов. Сергей Сергеевич, вопрос. Иван Иванович, что может подтвердить ваши слова, кроме того, что вы говорите, что вот мы его не били? Есть ли у вас видеозаписи регистратора, ведь уголовное дело, там были, проверки возбуждались, отменялись. Вот. Видео, такое, чтобы оно было однозначное доказательство, что вы его не били. Видео было, когда он находился для задержанных, но в связи с тем, что я телефон утерял, оно потерялось. Нет, причем тут, я имею в виду видео, которое вы носите, видеорегистратор или видеооборудование, Нет, как положено, которое сертифицировано, как положено у милиционера. В 16 году еще не было. При мне не было. И видеокамер не было, да? Так точно. Видеорегистратор. А видеокамеры? И видеокамера. Просто получается, то есть слова против слов. Хорошо. Да. Скажите, пожалуйста, когда вот вы говорите, что неоднократно видели ролики там, или там слышали о них в интернете там, с Сергеем Петровичем, с вами, а какие еще, вот, кроме того, о котором идет сегодня речь? Какие ролики вы еще видели? Аккумуляторный завод и также... Мы говорим про Сергея Петровича и про меня. Вот. Я слышал, что в отношении сотрудников УВД выкладывался ролик. Хорошо, скажите, пожалуйста, когда вы видели ролик на Белсате, где Павел Каминский, его мать, в новостях рассказывают о том, что Сергей Петрович и вы избили Павла Каминского? Видели ли вы для начала? Или слышали про этот ролик? Я слышал про это. То есть вы знали про него? Да, Когда вы его да. увидели? Это в этом году я перед звонком после звонка Павла Каминского. После звонка. То есть вы этот ролик видели сами? Мне сотрудники пока... вы видели или не видели? Я не видел сам, но... Но ролик именно белсатовский, да? Да, белсатовский, где рассказывают. Хорошо. Спасибо. Так, скажите, пожалуйста, еще такой вопрос последний. Вот несколько раз возбуждалась там проверка, вернее, там возобновлялась. А на какой стадии сейчас? Вот ведется ли там, обжалует Павел решение об прокуратуре, не обжалуют. Что сейчас происходит с этим делом? Оно застыло, либо оно в каком-то... Вот непосредственно вас, чтобы возбудить против вас уголовное дело. Что делают? Что сейчас происходит? Я по слову, что говорили в ролике, что он будет жаловаться обратно. То есть вы не знаете? То есть вы не знаете, активный сейчас процесс или нет, вы не знаете? Не знаю. Все, спасибо. Подтвердите, пожалуйста, вопрос. Уточняющийся Петрович нет? Возвращается вопрос у нас событий дальнейшего участия в суде. Возможность. Возлагается возможным. Возражаете? Возражаете? Спасибо за участие. Повестка надо отметить, что вы суде. Не надо. До свидания. Сейчас мы закончим со свидетелями обвинения, потом с видеозащитой. У нас еще по заявленным свидетелям обвинения свидетели Вовка Алексей Юрьевич. Согласно нашим данным, по
по повестке он не явится, поскольку выехал за территорию Республики Беларусь уже полгода назад, да? Полгода назад. Это со слов родственников. Пожалуйста, у вас какая-то другая информация. Если источника другой информации нету, только то, что не проживает в том, что указан адрес, номер телефона он изменил, будут предприниматься меры в ходе процесса по возможности установления его местонахождения, если не представится возможность. Пока настаивайте на вызове. Да, все пока да. Пока настаивайте на вызове. Хорошо. Разобрались со свидетелем Вовком. Далее по заявлению. Да, Каминский он уже явился, да, разрешили. Пожалуйста. Каминского. Значит, обращаю ваше внимание участников процесса, что свидетель Каминский будет допрашиваться, как и все свидетели, по существу предъявленного обвинения. По существу. Добрый день. Добрый. Пожалуйста, паспорт предоставьте секретарю. Судом устанавливается ваша личность. Назовите, пожалуйста, правильно вашу фамилию и отчество. Минский Павел Валерьевич. Да, вы родились? 30 июня 82 года. Где вы проживаете? Брест, республиканская 10А. Квартира 6. Работаете где? СП Санта-Брена. ООО. Да. Вы проходите в качестве свидетеля. Пожалуйста, поясните суду, не является ли Петрухин членом вашей семьи, близким родственником вам? Нет. Не является. Убеждаетесь судом об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний. Понятно вам? Да. Необходимо говорить суду правду. Пожалуйста, подойдите и дайте суду подписку о том, что вы убеждены в ответственности. Становитесь, пожалуйста, к трибуну. Я вас хотел разрешить просите свидетеля. Скажите, знаете ли вы Игнатюка сотрудника милиции Знаю. и Капузова? Знаю. Знаете. В связи с чем вы их знаете? Участкового инспектора Ленинского РУВД, который в 16 году меня избили в крупном пункте милиции. Дату вы не помните? 3 июля, это был поздний вечер. Вот расскажите подробнее об этих обстоятельствах. Значит, я сидел в баре возле управления культуры с товарищем. Заказали пиво, подошли. Так, менее подробно. К моменту избиения вас сотрудниками. Ну, это менее подробно. Это вообще очень подробно. Распили пиво? Мы не распили, мы заказали. Значит, подошли сзади Капуза и Игнатюк, скрутили руки и силой поволокли в опорный пункт милиции. Там повалили на пол, скрутили руки, связали, привязали ноги к рукам. В опорном пункте милиции. Ударили раза 4-5 головой о пол, привязали ноги к рукам. Там скрутили, связали ноги, руки. Кто вас бил? Игнатюк и Капуза. Там больше никого не было. Ударили. Как? Головой полраза 4-5, потом по спине руку вывернули. По спине чем? Думаю, что кулаками не И вывернули руки. Да. Так. Все? Далее, когда приехали какие-то посторонние, тоже сотрудники милиции, они меня как бы развязали и посадили в плен. Когда те сотрудники милиции уехали, Игнатюк вывел меня силой на улицу и забрызгал все лицо из волочки. Заболок
вы удалились в один из кабинетов. Была такая фраза, что мы Пашу Устиновича тебе не простим и вообще убьем. Пашу Устиновича тоже бывший участковый Ленинского ВВ. И убьем, да? Да. Прям угрожали вам? Да. Словес. Так, все? Далее, пока они сидели в кабинете, я позвонил матери. Что связано? Да. С наручниками? Нет, когда приехали сотрудники милиции, какие-то посадили, меня освободили, рассказали и посадили в клетку. После шока, то есть вы были без наручников? Да. Вот. Я позвонил матери, я хотел подругу позвонить, но учитывая, что муж не является близким родственником или членом семьи, его не пустили, мать приехала. Вот. При этом, что еще? Начали составлять протокол по статье 17.1 административного кодекса. Якобы за хулиганство. Ладно, пусть не. Или административный процесс. Все, больше не били? При матери не били вас? Нет. Хорошо. Пожалуйста, вопрос. Скажите, а для чего вы матери позвонили? Опасался за свою жизнь, здоровье. В связи с тем, что вас били, вот так вот заявили вам, да? Ну, конечно. Мать раньше сама работала в милиции 30 лет, поэтому она эти законы знает, и когда она приехала, ну, не гангстер была. Скажите, а ваша мама вам причиняла какие-либо телесные повреждения в этом пункте? Она мне в жизни никогда не причиняла. Ну, с сотрудником милиции, это якобы она вам причинила эти следствия. Ну, сошло, да. То есть она не била вас ни руками, ни сумкой, ничем. Скажите, после... как долго вы пробыли в опорном пункте? По существу предъявленного обвинения, пожалуйста. Не отвечайте себе на вопрос. То есть у вас в результате образовались какие-либо телесные повреждения от этих побоев? Конечно, телесные повреждения, боли, ссадины. Какие телесные повреждения у вас образовались? Ссадины, синяки, на лбу, ссадины, синяк. Ссадины, синяки на лбу. Еще что? Травмы руки. Образовались телесные повреждения. Мы не исследуем какие. Обращались ли вы куда-то по данному поводу? Да, на следующее утро в больницу скорой медицинской помощи, второй пункт. На следующее утро. Говорили ли вы о том, кто вам причинил данный телесные Да, говорили, не повреждения? спрашивали. Скажите, обращались ли вы в милицию по данному поводу? Мне сами позвонили сотрудники Следственного комитета, сказали, что поступило заявление с травмопункта, необходимо, чтобы я прибыл в Следственный комитет для допроса. Писали ли вы заявление о привлечении к ответственности Да, указанных лиц? А кого? Игнатюка и Капузов. Игнатюка и Капузов. Проводилась ли проверка милицейская по данному поводу? Проводилась Следственным комитетом. Следственным комитетом. Скажите, Петрухину вы каким-либо образом рассказывали об этих обстоятельствах? Да, я рассказывал и предоставил необходимые документы, что это было на самом деле так. Когда месяца через 3, может быть, случившегося. Примерно, да? Примерно. Месяца через 3 после. Какие документы вы сказали? Справку из больницы скорой медицинской помощи, копию больничного листа. Копию больничного. Так, что там еще? Постановление суда было. Нет, до суда. Чтобы ваше не было суда. По факту причинения Вот по вас. Постановление по следственным органам тоже предоставил. И решение суда о том, что по статье 17.1, которую я
был задержан. Решение суда. Решение по 17.1 суда. Нет, постановление следственного органа. К этому моменту уже провели проверку. Да, уже на этот момент был первый отказ в возбуждении уголовного дела. Это был первый отказ. Может быть второй, я сейчас подам. Так, и что там отказали? Да, отказали. В связи с тем, что отсутствие состава преступления действия А ваши действия? уже отсутствует. У вас есть состав преступления и экономический состав. Да. Правильно понимаю? Эти документы вы представили свидетелю. Да. А почему? Чтобы попросил, чтобы он это осветил через средства массовой информации. Да, пожалуйста. Скажите, в каких средствах массовой информации были освещены вот эти обстоятельства? Народный репортер, Белсат. Белсат. А когда в Белсате вот вышел данный ролик о том, что вас избили сотрудники милиции? В январе 2014 года. Январе Прошу прощения, 2017 года. В январе 2017 года. Там говорилось о том, что... О чем? Я рассказывал, давал интервью о том, как все происходило с начала до конца во всех подробностях. От момента задержания и заканчивая отказом возбуждения уголовного дела Следственным комитетом. Скажите, кто-то какие-то претензии предъявлял вам о том, что вы неправду говорите на канале Белсат? Скажите, а обжаловали ли вы постановление об отказе возбуждения уголовного дела, вот это, которое показывали Петрухину? Обжаловал, еще было отказов 7 отказов было. То есть каждый отказ я обжаловал. То есть после этого еще было 7 отказов. То есть вы обжаловали, отменялось это постановление? Да, прокуратура города Бреста отменялась, дело возвращалось материал возвращался на дополнительную проверку. Но были отказы. Это всего было 7 отказов? Или после того, как вы Петрухину... 7 отказов Следственного комитета было. Я обратился в прокуратуру очередной раз, буквально недавно, 28 марта. Пока ответа из прокуратуры нет. То есть 28 марта 2019 года вы в очередной раз обжаловали отказ в возбуждении уголовного дела? И на сегодняшний день пока ответа нет? Пока никакого ответа нет. А когда у вас последний отказ, каким числом значится? По-моему, 25 февраля 2018 года. 25 февраля 2018 года это был отказ. А перед этим, то есть отменялись постановления, да, и проводилась проверка. Проводилась дополнительная проверка и отказ. И вот последний отказ был 25 февраля 19, да? 18. Это только через год. Отказ, который вы обжаловали 28 марта 2019 года, да? Да. Ну, такой вопрос прямой. А так вас избили сотрудники милиции на опорном пункте или все-таки применили к вам меры физического воздействия в связи с тем, что вы оказывали сопротивление? Ну, сопротивления никакого не оказывали. И избили они. Сопротивление вы не оказывали? Скажите, вы об этом так и говорили Петрухину? О том, что сопротивление вы не оказывали, что вас избили? Да, я думаю, что я сопротивление оказывал еще один протокол, по меньшей мере, той прокурора со стороны прокурора. А вот вы сейчас написали жалобу на отказ очередную с требованием, что привлечь к ответственности прокурора и Митюка за то, что они вас избили. Да, именно. За превышение служебных полномочий. Скажите, на момент задержания, ну вот, подходят работники милиции, у вас какие-либо телесные повреждения были? Никаких абсолютно. Абсолютно. Жив, здоров был. День независимости. Была необходимость к вам вообще применять какую-либо физическую силу?
не применяется, даже задерживать не нужно. Понятно. Какие-либо в отношении вас проводили следственные действия на предмет заведомо ложного доноса? Принимались ли решения? Возбуждение. В отказе от возбуждения уголовного дела имеется пункт, что отказать в возбуждении уголовного дела 410 статья. То есть в отношении вас Да, отказано в возбуждении уголовного дела За заведомо ложный донос. Так. Пояснение, так как я занимаю действия. Так. Что, нет вопросов больше у меня. Попросите свидетелей. Павел. Скажите, пожалуйста, вы обжаловали ваше избиение в суде? В суде? Секундочку. Конкретизируйте вопрос. Я имею в виду вот... Избиение никак можно обжаловать избиение в суде. Значит, просто есть постановление суда, где 17... Вы задаете вопрос. Обжаловать что? Ну вот это вот постановление суда, где 17.1 вам стал. Обжаловали 17.1. Обжаловали постановление суда о привлечении вас к административной ответственности за приказ. Меня не привлекли, меня оправдали. Прекратили производство по делу в связи с недоказанностью? В связи с... Да, я могу сейчас вам сказать точно, прочитать. Ну ладно, прекратили производство по делу, так? Прекратили, Так. да. Давайте дальше. Обжаловали вы это решение. Это вы хотите? Нет, прекратили, то есть... то есть 17.1 прекратили Да. в суде? В суде. то есть получается, что вас забрали просто так. Получается так. То есть это было 3 число, День независимости Республики Беларусь, то есть день, когда можно выпить. Понятно, хорошо. Скажите, пожалуйста, кто вам конкретно угрожал убийством? Игнатюк. Игнатюк Сергей Петрович. Вы его угрозу принимаете всерьез? Конечно. Так, хорошо. Скажите, пожалуйста, вы мне сколько раз вы на камеру лично мне в деталях, с подробностями рассказывали о том, как вас избивал Сергей Петрович Игнатюк? Сколько раз это было? Минимум 2. На самом деле 3. Хорошо. То есть 3. Белсат, потом, когда я в больницу к вам приезжал, и вот недавно. Так, хорошо, спасибо. Скажите, пожалуйста, а зачем вы обратились ко мне, я не являюсь средством массовой информации, для того, чтобы рассказать об этом, зачем вы мне это рассказали вообще? С просьбой, чтобы вы это осветили в средствах массовой информации. А почему вы не обратились в другие СМИ, например, на пресское телевидение? Почему вы не обратились на БТ? Потому что вы независимый журналист. Хорошо, понятно. Скажите, пожалуйста, если бы вы обратились в БТ, как вы думаете, рассказали бы о том, что вас избивали сотрудники милиции, или об этом инциденте вообще? Думаю, что нет. Думаете, что нет? Хорошо. Хорошо. Все. Скажите, пожалуйста, а сейчас, или этот вопрос уже был, сейчас все находится в рабочем состоянии, вы написали. Понятно. Все, вопросов нет. Разрешите один еще вопрос. Фраза конкретно из постановления в отношении Сергея Сергеевича. Это участковый Сергей Петрович Игнатюк, запомните его, он опасен, избил на опорке Павла Каминского вместе с милиционером Капузой. Соответствует ли данное утверждение действительности? Конечно, соответствует. Нет вопросов. Еще один вопрос у меня. Скажите, пожалуйста, Павел, кто-нибудь еще, кроме вас, говорил мне, что вас избивали в опорке на Спортивной? Нет, только нет. Другой вопрос. Ваша мама мне говорила, что вас избили на опорке на Спортивной. Да. Все, спасибо. Расскажите, пожалуйста, если это последнее. Да, есть продолжение вопроса обвиняемого. Он спросил, почему вы обратились к нему, а не на БТ, на белорусское телевидение. Я спрашиваю иначе. Почему обратились к нему, допустим, у них такие, скажем, авторитетные издания, типа «Хартии», «Белорусского партизана», «Белсата», «Радио Свободы». Почему именно Сергей Сергеевич?
То есть вы репортажи смотрели его раньше? Молодец. А что это за репортаж был? Почему вы тут поверили? После существует идеальное обвинение. Да, хорошо. Скажите, а почему Петрухин должен был поверить именно в вашей позиции, а не официальной позиции? Я предоставил официально из больницы скорой медицинской помощи. Да. Больничный лист. Священный больничный лист. Да. Постановление об отказе делать, письма, где утверждается, что-то я понимаю, не сделал постановление. Поэтому я обратился. Так вы ему дали официальные документы, среди которых было постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Да? Да. Почему Петрухин должен был поверить именно вот вашим утверждениям, а не постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела? Почему так? Почему он должен именно Петрухин был поверить? Я за него ответить не могу. Почему он был поверить? Поверил и сделал репортаж. Хорошо. Скажите, вы предоставляли ли Петрухину, скажем, копии заключения судебных экспертиз, еще какие-нибудь документы, копии объяснений сотрудников? Вы помните? Помните? Хорошо, вопрос такой. Скажите, а вот та информация, которую вы предоставили Петрухину, она им самим как-нибудь проверялась? Делал ли он, допустим, запрос в следственный комитет, в милицию, как независимо? Известно ли вам? Известно. Неизвестно. Неизвестно. Не можете. Хорошо. Высокий суд, ну, пока нет вопросов, есть ходатайство о приобщении к материалам дела, копии ответа, который вот Павлу Валерьевичу был дан прокуратурой 8 апреля 2019 года по рассмотрением жалобы, о которой он сообщил, что 28 марта 2019 года обратился в прокуратуру. Жаловался он непосредственно на отказ заместителя прокурора города Бреста Воробья, который ему был ранее дан по результатам рассмотрения жалобы на постановление отказа от возбуждения уголовного дела. И согласно данного ответа, прокурором города отказано Павлу Калинскому в удовлетворении жалобы на данное постановление. Ходатайство о приобщении. Возражение имеется по приобщению данного материала? Не имеется. Защита? Не имеется. Это уже на последнюю жалобу хотелось Да. Да. Я не получил. Еще не получал. 8 апреля. Чего же ответить? Ну, сроки как бы 28 числа человек обратился, с ним срок на рассмотрение. Так, потерпевший не возражает на приобщение данного документа к делу, значит, приобщается к СМИ. А можно вопрос тогда? Сейчас, секундочку, может быть. Вопросов больше нет. Вопросов больше нет, да, пожалуйста, вопрос. Скажите, пожалуйста, вот то постановление о возбуждении об отказе в возбуждении уголовного дела, которое вы показывали Петрухину, это было какое по счету? Первое? Второе? Возможно, два, возможно, три. Я сейчас не помню. Или первое, или второе, или третье? Сколько их было, столько и показывало. Я не помню, либо два, либо три. Сразу. Нет, вот то, что спустя вы... 3 месяца вы сказали, в самом начале запроса вы сказали, спустя 3 месяца вы обратились к Петрухину, представили документы, то ли первое вы сказали, то ли второе. На тот момент я не помню, сколько уже отказывали. У меня их с собой Но вы нет, ему я один не помню. показали, или сколько не знаете? Вы ему все показывали? Не помню. Тоже не помню. Но они, третье и второе были отменены как незаконные. То есть вот это последнее, которое на сегодняшний день сделано. Ну это, вот, получается, последний отказ, возбуждение уголовного дела 28 марта, нет, 25 февраля 18 Да, это со связью 8 февраля 18. 18. Скажите, а вот вы говорили о том, 8 что... февраля, да. Сейчас, секундочку. По результатам дополнительной проекта постановления старшего следствия первого следственного отделения от 8 февраля в возбуждении уголовного дела отказано на основании пункта 2 части 1 расстрела ПК. 8 февраля, может быть? Может, 18 года, да? Да. Может. Может быть. От 8 февраля, да? Это было последнее постановление. А до этого какая-то проверка еще проводила. Да, проводились проверки, когда прокуратура отменяла эти постановления. Скажите, а вот когда вы давали репортаж для Белсат, вы точно, и которое было затем, видели вы этот репортаж на сайте Белсат? В Ютубе. Там точно так же говорилось о том, что вас избил
на опорном пункте участковый Игнатюк и Капузин. Да, я это лично говорил. Вы лично на камеру говорили, и это было размещено в Ютубе в январе 2017 года еще. На сайте Белсат в новостях. Да, кстати, А кто собирал для Белсата? Отдельный корреспондент или кто-то для вас снимал? Сергей Сергеевич Путин. То есть он готовил материал и предоставил материал телеканалу? Он сделал репортаж, дальше я не знаю, дальше. А потом вы его видели уже, как Белсат? Да. Его было? Ага. То есть Трухин изготовил полностью репортаж. Не, вы немножко неправильно пишете, если можно вас поправить. Безрухин изготовил репортаж, и я его видел в YouTube от Белсата. Я не мог изготовить репортаж. Он так сказал. Ну понятно. Ну, если сказал, то да, но так как бы. Он готовил репортаж? Я не знаю. Он так готовил, он. но Ну я снимал материал. Снимал Петрухин материал. Кто готовил, я не знаю. Видел на сайте Белсат, кто Ну, если хорошо, я тоже не видел. Петрухин снимал. Да. Ну, так правильно. Да? Только снимал. Кто дальше этим вопросом занимался. Ну понятно, то есть кто уже там непосредственно нарезку делал, Это я не знаю, снимал репортаж. Ну, снимал репортаж. Снимал видео, наверное, на видео. Но Комедию. Да. Минского. Как он? Минского, и потом видел готовый репортаж. Да, я уже увидел готовый репортаж на Белсат. Вначале Тоже. Да. На Ютубе вы сказали, не Белсат. Ну, вот уже перекопировал. Белсат трансляция, наверное, так понимаю, какая-то. Но у них есть сайт. На сайте есть YouTube, ссылки на YouTube. Нет, ссылки на YouTube, это ссылки на YouTube. Но они есть на сайте. То есть написана статья, артикул, и под ней стоит видео, ссылка. То есть это может быть на сайте, может быть просто в YouTube. Ну, еще видел. Хорошо. Так, Валерий, вопрос. В 2018 году у вас Сергей Сергеевич опрашивал по данному вопросу, может, интересовался вас как после этого дела? да, интересовался. Помните когда, не помните? Может, в этом году, может, в том году? Да, нет. 19 нет? Видео не снимали? 18 видео снимали в конце года. Зимой, да? Вы помните, где происходило? Где? В лесу? Что? В лесу? Это ранее еще. Это все ранее было. Так, зимой снимали репортаж, ну, не репортаж, что мы снимали? Как это называется? Видеосъемка. Мы снимали видеосъемку, не звучит. Зимой снимали Ролик. 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 Снимали ролик. И что в этом ролике было? Ну, я рассказывал, опять же, эту же историю, что произошла в июле 16 года. Это уже история июля 16 года, да? А вот зимой показывали документы Сергею Сергеевичу? Я, может, вас интересовался судьбой. Ну, меня интересует вас, не привлекли. Он спрашивал вас, привлекли к ответственности за то, что Мы на эту тему разговаривали, я ему объяснил, как происходит ситуация сейчас. То есть вы ему рассказывали, нет, ну он интересовался или нет? То, что вы ему рассказывали, понятно. Брал ли он документы, видел ли он документы, представляли ли он документы? Последний отказ. Ну, получается, что-то в феврале 2018 года, вы говорите, зимой с ним беседовали, то есть уже сколько-то, 8 месяцев. Ну, было. Да, прошло. Он показывал последнее постановление. Показывали? 8 февраля 2018 года. Вот зимой же показывали 2018 года ему постановление. Да. Там, где в отношении вас сказали о возбуждении уголовного дела, Да. что у вас нет ваших действий 400. Я правильно понимаю? Да, Это- оно все в одном постановлении. Ну, в одном постановлении. Да. Мы же будем его разбивать. А этот ролик, который вы снимали, он когда опубликован или нет? Опубликован? В Ютубе. Ну, ясно. Да, хватит. Опубликован. Хорошо. Так, вопрос. Имеются ли вопросы у потерпевших? Есть. Пожалуйста. Сергей Петрович. Скажите, пожалуйста,
милиции уже лет, не знаю, сколько до моего прибытия. Бетонный пол с покрытием линолеума. Кроме этого, еще по району, там, не знаю, не буду голословно. Ходят слухи, что Каминский больничный взял немножко не из БСМП, согласно этого, а из другого заведения. Слушайте, пожалуйста, где вы получили больничный лист? Когда? Ну вот тогда, когда здесь единственный больничный лист. БСМП. Да. А диагноз не могли бы расшифровать. Травма. Какая? Надо поднимать, смотреть, что 3 года назад было, что больничный здесь. В настоящее время просто пока нет. Сергей Петрович, бетон, так, Сергей Петрович оговаривает вас свидетель? Да. Основания у него есть вас оговаривать? Ну, личные, наверное, какие-то неприязненные ко мне. В связи с чем? По работе. По работе? Да, исключительно. Потому что неоднократно в администрации поступали заявления о том, что гражданин Каминский совершает противоправные действия. Он у вас на участке проживает? Да, административно, на графике проживает. Потом он не озвучивает, за что он судимый. За угрозу убийства супруги. Вы проводили проверку? Не я, мои коллеги проводили проверку. В данной ситуации я сам неоднократно также обращался с жалобами различными и на супругу, и на наши действия, однако, не подтверждались. Насчет вас нет, но насчет других сотрудников милиции, ваших другие коллег, меня. которые тоже подтверждают. Кроме этого, он еще не договаривает до конца. Тогда было составлено 2 административных протокола, 17.1 и 9.3. 9.3 это оскорбление супруги на участке милиции. Прошло, где рассмотрели, он его не обжаловал. Жалоба. Но не отменено решение. Девять был ставлен и рассмотрен. Так, оговаривают, понятно. Вроде все. Еще вы указывали в своем объяснении, что их связывали нас. Чем? Если помните. Я как могу видеть, чем меня связывают? Нет, если помните. На ощупь, я не знаю. Проволока, ну, если помните. И не помните, лучше вообще ничего не говорите. Не могу. Не помните. Да, я хотела спросить. Вот вы тут упомянули, как бы никто не спросил, вам угрожали убийством, да, говорили, что убьет, не простит Пашу Устиновича. Какое отношение имеет Павел Устинович вообще к вам, к Генетику и Гапуза? Когда-то Павел Устинович работал в том же опорном пункте, где Сергей Генетик и Гапуза. Значит, когда я зашел в магазин купить сигарет, следом зашел Устинович. В грубой форме говорит: ты находишься в нетрезвом состоянии в общественном месте, поехали на свидетельство. Ну, я как бы стал вопрос с ним разговаривать, оспаривать, на каком основании. Он, мол, не поедешь, значит, составим за неповиновение протокол. Я говорю: хорошо, поехали, давайте машину. Пешком ты идешь. Ну, зашли пешком в наркодиспансер, я докнул, показал по нулям. Я действие Устиновича обжаловал, но дисциплинарное взыскание Устиновича. Какой? Не знаю, в ответах пишут только привлечен дисциплинарным либо материальным ответственностью. И вот по этой причине вы считаете, что Генетика к вам неприязненные какие-то отношения? Он это говорил, Устинович. Он так говорил о том, что вот не простите вот именно это, да, Пашу Устиновича. Вы считаете, что это связано вот с этим дисциплинарным взысканием? Это сам Игнатьев говорил, не то, что я считаю. Он вам и прямо говорил, не просто не прощу Пашу, а что его привлекли к административному. Именно так. А именно что? Что его привлекли или что? Не прощу что? Так, он говорит так: я тебе никогда не прощу Пашу за то, что его наказали. За то, что его наказали. Вопрос к Генетику высокий суд. Со свидетелем. Ну, да. Скажите, имели место события, что якобы за
Пашу Устиновичу мстили? Нет. Скажите, а вот карьера Устиновича как сложилась после ухода из сотрудника милиции? Далее служили по В каком он после этого? сейчас помню. Ну, после именно вашем РОВД. Где он сейчас, это не интересно, именно по вашему РОВД. Пошел на повышение. Пошел на повышение. Ясно. То есть характеризовался хорошо, если повышение. Ну да. Ясно. Нет вопросов. Сергей Петрович, представьте. А можно я спрошу? У кого? Да. Скажите, Павел, пожалуйста, я вот упустил немножко. Вас, вы говорите, связали веревкой. А каким образом? Ну, не веревкой, вы не помните чем. Не, все, я, связали. Да. Вас связали каким образом? Повалили на пол, наручники застегнули сзади на руки. То есть вот так, да? Да. На ноги сюда где-то замотали веревку и... Веревку? Ну, типа веревки, я не видел, что это. А сейчас завязали, просто не говорите, что веревка. Ноги привязали к наручникам. Ноги привязали к наручникам вот так. Да. А кто это делал? Ну, только вдвоем они это делали, больше Капуза и Игнатюк. Их больше никого на полке не было. Сколько вы в такой позе пробыли? Ну, может, около часа где-то. Около часа. Вы считаете, что это пытка? Конечно. Судом разрешается вопрос возможности дальнейшего участия свидетелей. Прошу прощения, Скажите, пожалуйста, видели ли вы видеоролик «Суд Петрухина» 29 марта 2018 года на YouTube? Я их много видел, поэтому почему Ну, вот конкретно вот этот ролик, где есть комментарий Петрухина, где он снимает, в частности, Игнатюка и указывает, вот это участковый Сергей Петрович Игнатюк, запомните его, Напасин, избил на опорке Павла Каминского вместе с милиционером Павловым. Возможно, видел. Скажите, в этом ролике вы сами фигурируете каким-то образом воочно? Нет. С вами там ведется какой-то разговор во время этого видеоролика? Петрухина с вами идет? Если меня рядом с ним было, разговора никакого. В этом видеоролике он ссылается на вас? Подробности. Еще один вопрос. А скажите, пожалуйста, как вы считаете, Сергей Петрович Игнатюк, он опасен для граждан, которые живут на его административном участке или нет? Ничего. Ну, предположение, что Что еще? Это не просто предположение, просто высказать мнение, какое-то отношение имеет предмет рассмотрения дела. Ну ладно, исходя из того, как с вами обращались на опорке, считаете ли вы Сергея Игнатюка человеком, который недостоин носить мундир милиционера белорусской милиции? Считаю. Ну, в смысле, считаете, что не должен? Не должен. Продолжается вопрос, вы можете быть в дальнейшем участия свидетеля, пожалуйста, разрешите. Не возражаю. Возражаете? Не возражаете. Не возражаете. Спасибо за участие. До свидания. До свидания. Имеется ли заявление ходатайства в вопросе иных свидетелей защиты? Конечно. Сейчас. Уже можно. Заявлять. Нет, ну у нас же есть еще. Что мы там... Ну, мы обсуждали и просили в качестве свидетеля допросить мать Каминского. Она была допрошена в ходе предварительного следствия. Как свидетель, который подтвердит, в каком состоянии был ее сын на этом опорном пункте милиции, избивала она его или не избивала. И что он ей говорил по факту того, избивали его сотрудники милиции или нет. Явка обеспечена? Ну, на сегодня нет, но завтра она может быть обеспечена. Если явка будет обеспечена, ваше право будет реализовано. Еще допросить в качестве специалиста, кандидата филологических наук, Новика, имя, отчество точно не помню, Николай Николаевич, который может, в принципе, как
кандидат филологических наук, языковед, пояснить некоторые моменты, касающиеся вот, данного видеоролика, оценочных моментов в некоторых высказываниях его рода. По комментариям. Простите, в качестве специалиста. Эксперта. Кандидата филологических наук, в качестве специалиста. В качестве специалиста по ролику. Защита поддерживает. Да, поддерживает. Сергей Сергеевич. Я, конечно. Так, дальше государственное видение. На рассмотрение суда. На рассмотрение суда. Ну, еще одно ходатайство. Подождите, мы еще не рассмотрели. Не очень понятно, я хотел цели, он должен это пояснять, поскольку в деле имеется две экспертизы, то есть и каждый разъяснение. Не очень понятна его функция в процессе этого специалиста. Если все термины буквально заключение экспертизы разъяснения. Так, сейчас, секундочку, поддерживается. Поддерживается. Ну, поясните, да. Ну, вот в частности, что касается второго эпизода, да, предусматривается обязательный признак оскорбления, это неприличная форма. Вот являются ли слова, указанные... У нас есть заключение эксперта. Давайте мы ждем сейчас заключение эксперта. Ну, просто чтобы не затягивать процесс. Это понятно, но, к сожалению, участников предполагают на этом этапе отказать в вызове свидетеля, допустим, как специалиста Новика. Первое, его явка не обеспечена. Второе, доказательство назначения его показаний при наличии заключения эксперта. Если у нас будут сомнения в заключении эксперта, тогда есть правовой институт, методы и процедуры, если есть сомнения в заключении эксперта, то, соответственно, дальше заключение эксперта может ускорить и, точнее, там, дальше каким-то образом комментирует только эксперт, либо же другая экспертиза, но не специалист. Есть заключение эксперта. Есть заключение эксперта. Я понял. Так, что? По свидетелям. Можно сказать? По свидетелям, да. Да, я хочу попросить, пригласить в качестве свидетеля Ивана Левченко. По его словам, он был избит Сергеем Петровичем Игнатюком в больнице, я не помню в какой, в областной или в ЦГБ, 6 июля 2017 года. Вот, он, значит, я с ним пересекся в ВВС, он рассказал мне об этом, описал его, но он не знал его фамилии. Потом он мне прислал скрин, взял в Инстаграме фотографию, написал вот, «Привет, каторжанин, это он». И вот есть отказы в возбуждении уголовного дела следователем Башко. Вот, его явку я обеспечить не могу, я ему звонил, он не откликается, тут есть его адрес, где он живет. Он может показать, что и Сергей Петрович Игнатюк ударил его в лицо, когда он сидел в кресле каталки, вот, и он залился кровью. Потом его привезли в УВС. Это относится к тому слову «опасен». Я утверждаю, что Игнатюк опасен. Он избивает людей. Это яркое тому подтверждение. Вы говорите, там отказано в возбуждении уголовного дела. Что? Он словами может рассказать. Вы говорите о том, что Игнатюк опасен. То, что он... При наличии официальных документов... Я понимаю. Дело в том, что люди про него... Смотрите, я вас правильно понимаю? То есть вы знаете, достоверно, вам известно, что есть официальный отказ в возбуждении уголовного дела в отношении Игнатюка по факту избиения Николая Левчука, и при этом вы говорите сегодня в суде о том, что Игнатюк опасен. Мы же знаем, как МВД закрывает своих парней. Пусть человек придет, расскажет в суд. А мне известно. Вот пусть он в суд придет, расскажет. Я вас услышал. Мнение защиты по заявке ходатайства, пожалуйста. Поддерживаю ходатайство, считаю, что вы Поддерживаете ходатайство. Также поддерживаю ходатайство. Возражаю, потому что в ролике, который размещен на YouTube, сутки Трухина 29 марта 2018 года, речь идет об избиении на опорке Павла Каминского, точно так же, как и в комментарии к
видеоролику, который размещен в социальной сети ВКонтакте. Там о других лицах не говорится, поэтому, соответственно, это лицо не может быть допрошено свидетеля по настоящему делу. Никакого отношения. Так, потерпевшие поддерживать мнение свидетеля поддерживают. Все остальные, пожалуйста, Что также возражали относится к судебному. Высокий суд, я протестую. Это относится к сути обвинения, потому что это фактура. Это два человека, которые согласны прийти в суд. На самом деле людей больше, которые пришли сюда, говорят, что он их избивал. Но они не хотят ни идти ни в суд, никуда, потому что боятся. Петрухин, обращаю ваше внимание, что за неуважение к суду могут быть в отношении вас, помимо всего прочего, изменены меры процессуального принуждения. Вы же сказали, что могу возражать, я возражаю. Я еще не вынес решение по заявленному ходатайству. Я извиняюсь тогда. Вы запускаете самовольную крики в зале, они запрещены. Прошу прощения. Я прошу прощения. Предпоследнее. Нам еще с вами рассматривать уголовное дело, и есть шанс. Я вполне серьезно. Меры процессуального принуждения никто не отменял. Ну и вплоть до удаления из зала до окончания рассмотрения дела. Вы тоже можете. Так, по заявленному ходатайству в допросе, вызову и допросе Левченко в качестве свидетеля постановил отказать, поскольку не касается сути предъявленного обвинения. Пожалуйста, Сергей Сергеевич, что заявление ходатайства? Ну все, нет больше. Пока не имеется. Так, позицию по исковому заявлению. Защита завтра выскажете? Завтра выскажете. Хорошо. Судом решается вопрос возможности изменить судебное следствие, порядок судебного следствия и перейти к изложению письменных материалов дела, а затем закончить судебное следствие допросом свидетелей для Волка, ну и иных, если явно будет обеспечено. Не возражают? Не возражают. Не возражают? Не возражают. Не возражают. Приходит к оглашению письменных материалов дела, пожалуйста, представьте минуты. В том дело задание. На листе дела номер 19 имеется рапорт замначальника УПП Ленинского города Кожевка о том, что 29 марта 2018 года выявлен диалог Петрухина о том, что он видел людей Гнатюка и указал, что он избил в 2017 году гражданина Каменского, считая провести проверку по данному факту порядка статьи 173-184 УПП. Раздел 20. Заявление Гнатюка просит привлечь к ответственности гражданина Петрухина, который 29 марта 2018 года около 9:30 опубликовал на ютубе видеоролик, чем оклеветал меня заведомо ложным, позорящим честь достоинства измышления. Заявление от 1 апреля 2018 года предупрежден об ответственности заведомо ложным, носит заведомо ложное показание. На листе дела номер 2829 имеется анонимное электронное обращение, поступившее в УВД Брестского исполкома следующего характера. От некоего Витальда Рамуальдовича на странице указана ссылка на страницу ВКонтакте, сказано, что сотрудник милиции избил некого гражданина. Сколько можно терпеть углубление клоунов в соцсетях от милиции Республики Беларусь? Прошу провести проверку, раз и навсегда покончить с этим безобразием творения со стороны этого безработного неадеквата. На листах дела с 34 по 38 имеются скриншоты страницы Сергея Петрухина из социальной сети ВКонтакте. Раздел номер 39. Заявление Игнатюка 4 апреля 2018 года после привлечения к ответственности Петрухина, который в период времени с 29 марта по 4 апреля 2018 года распространил на социальной сети интернет на странице в сети ВКонтакте информацию, оскорбляющую честь и достоинство.
На листах дела с 52 по 54 имеется протокол вещей предметов 1 апреля 2018 года, произвел осмотр сайта YouTube, именно осмотрен видеоролик под названием «Софья Трухина 29 ноября 2018». На листах дела с 55 по 59 имеется протокол осмотра вещей предметов от 18 апреля 2018 года, осмотрен на странице социальной сети ВКонтакте под ником Сергей Трухин и сделаны скриншоты и управление страницы. На листах дела с 64 по 69 имеется заключение эксперта по факту исследования материала, содержащего на странице ВКонтакте Сергей Петрухин. Так, значит, на разрешение эксперта поставлен следующий вопрос. Является ли содержание данных выделенных высказываний унижающим честь и достоинство личности, выраженными в личной форме, если да, то какие именно? И указано, что неграмотная формулировка в постановлении. Так, исследование происходит по следующим предложениям. Первое предложение, которое относится к сути дела. Один из свидетелей, Сергей Игнатюк, про которого делал ранее сюжет, был социальный был Павел Каминский. Обещаемый на опорке вместе с Капузовым еще работает. Так, далее. Значит, по выводам эксперта, предложение 1.2 является сообщением, не имеющим отношения к проблематике речи. Верификация содержания, например, естественно, не входит в компетенцию лингвистической экспертизы. Далее, высказывание, употребление в качестве индивидуализирующих дескрипций, прозвищ, характеризующих референтов по их перманентным чертам. Дескрипция относится к этической области языка. Прозвище клишиво на самом воспринимается референтами как обидное, оскорбительное. Предельная до степени оскорбления находится вне компетенции лингвиста и приходит к решению в юридическую фрагменту, в юридическую область. Фрагмент 4 содержит слова и выражения негативно оценочного кризисного характера, способные своим содержанием унизить честь и достоинство личности. А именно, инвертивную зоосемантическую метафору с туповатым поздним взглядом, в скобках, Игнатюк тот, что с клешью на голове и туповатым поздним взглядом. Также разговор на сниженную лексему с отрицательной коннотацией дебилов, предложение со значением сходства, аналогии, указано тут. Предложение прапорщики вообще похожи на дебилов, как их начальник Лорик. Использование презрительных, уничижительных, негативно-оценочных высказываний по отношению к любому лицу, в том числе к официальному лицу, лицам средств массовой информации, в открытом интернет-общении, не соответствует нормам речевого общения и, следовательно, является неприличным по форме выражения. Текстовый фрагмент, а именно любитель попинать людей работой ногами на панце своими ублюдочными коллегами, содержит прагматически релевантную правильную номинацию со своими ублюдочными коллегами, унижающими честь и достоинство личности группы лиц, выраженные в неприличной форме. Далее, лист дела 80, постановление проведения осмотра от 7 мая 2018 года. Постановлено провести осмотр по адресу Брест, Гагарина, 2219, также вспомогательных помещений и подвалов, согласно которого постановление о проведении осмотра Петрухиным прочитанной подписи отказался в присутствии понятых. Имеется подписи понятых, в том числе дошлошном качестве свидетеля Холодуду Дианы Андреевны. На листах дела с 81 по 91 имеется протокол осмотра места происшествия 12 мая 2018 года, осмотрена указанная квартира. Так, в ходе осмотра значит, изъято мобильный телефон Huawei, планшет Lenovo, ноутбук Asus, фотоаппарат Canon, 4 флеш-карты. Также имеется фототаблица к данному протоколу осмотра. Назначено листы дела с 92-95 экспертизы радиоэлектронных устройств 13 мая 2018 года по устройствам, которые были изъяты в ходе данного осмотра. На листах дела со 101 по 104 имеется заключение данных экспертиз, согласно которого изъяты сведения о контактах, номерах и сведения, которые записаны на CD-диск, приложенный к настоящему заключению эксперта. На листах дела со 107 по 111 имеется протокол вещей и предметов от 16 июня 2018 года, осмотрен компакт CD-диск, который был приобщен к заключению данного, оглашенному заключению экспертизы радиоэлектронных устройств.
Далее, на листах дела 118, 120 имеется заключение судебной компьютерной технической экспертизы 1 июня 2017 года. Обнаружены сведения об истории интернет-браузеров, также иная информация о убитых паролях, переписке ВКонтакте сведений не обнаружено. И изъятая информация также была привлечена на один диске по данному заключению эксперта. На листах дела со 126 по 155 имеется протокол вещей и предметов от 16 июня 2018 года, именно осмотрен индивидуальный диск с информацией, связанной в ходе исследования в рамках судебной компьютерной технической экспертизы. Далее, на листах дела с 81 имеется сведения о номерах телефонных соединений, принадлежащих Петрухину Сергею Сергеевичу. В частности, указано, что в пользовании него имеется номер 375-29-539-76-76, который активирован 2 апреля 2016 года. Также на листах дела со 123 по 180 имеется сведения о телефонных соединениях Петрухина Сергея Сергеевича за период времени с 29 марта по 5 апреля 2018 года. Так, на листах дела 187-188 имеется информация от оператора Волком по номерам телефонов, которые регистрировались на Петрухина Сергея Сергеевича. На этом завершение тома номер 1 окончено. Том дела номер 2. На листе дела номер 2 имеется протокол осмотра документов от 13 августа 2018 года. Осмотрены дела об административных правонарушениях, совершенных Петрухиным Сергеем Сергеевичем. Так, и копии данных дел имеются на листах дела, начиная с 102 по 318. Что также подтверждается описью данного уголовного дела. Том дело номер 3. На листах дела с 9 по 17 имеется протокол осмотра предметов документов 18 июля 2018 года. Осмотрен бумажный конверт, на котором имеется пояснительная запись. Видео скачано с YouTube канала Уголовного контроля по факту распространения Петрухина российской этнических сведений в отношении Матюкайского протокола осмотра предметов от 1 апреля 2018 года. В ходе которого осмотрен данный стрим, который был обвиняемый, а также имеется расшифровка данного стрима и фото таблицы к нему. На листах дела с 18 по 29 имеется протокол осмотра предметов документов от 16 июля 2018 года. Произведен осмотр видеофайлов «Великолепная четверка», часть из них лишила на YouTube-канале «Народный репортер». В том числе сделана текстовая расшифровка информации, содержащейся в данном видеоролике. На листах дела 3031 имеется протокол осмотра предметов от 17 июля 2018 года. Осмотрен CD-диск с информацией, изъятых в ходе экспертизы радиоэлектронных устройств по мобильному телефону обвиняемого.
На листах дела 37-38 имеется протокол осмотра предметов документов, объектом осмотра является фотоаппарат марки Canon, изъятый в ходе осмотра. Лист дела 39-40, осмотрены 4 флеш-накопителя, изъятые в ходе обыска обвиняемого по месту жительства. Изделие 75. Постановление наложения ареста на имущество 28 августа 2018 года. Наложен арест на фотоаппарат марки Canon DS 126311. Изъятый Петрухина по месту жительства стоимостью 70 рублей. Протокол описи неисполненного имущества передано на хранение в камере его вещественных доказательств Брестского ОСК. На листе дела 89 имеется протокол осмотра предметов от 16 августа 2018 года, произведено осмотр мобильного телефона Xiaomi, принадлежащего Игнатюку до присутствия Игнатюка. В ходе осмотра Игнатюк пояснил, что Игнатюк помощью указанного мобильного телефона не просматривал ролик на ютубе Суд Петрухина 29.3.18, комментарий к видеоролику «Великолепная четверка 3» на сайте финала. Телефон не изымался, возвращен к суду. Лист дела 95. Протокол осмотра предметов от 20 августа 2018 года. Осмотрен телефон Xiaomi, принадлежащий Якушевичу. В ходе осмотра Якушевич пояснил, что при помощи данного телефона он просматривал тот же ролик Суд Петрухина 29.18, комментарий к ролику «Великолепная четверка 3» на сайте финала. Так, на листе дела номер со 103 по 114 имеется приложение к протоколу допроса Каминского, в ходе которого последний приобщил копии документов, которые имели значение проекта, который проводился в заводе по факту применения к нему физической силы со стороны сотрудников УВД администрации Ленинского района города Брестского. Лист дела 131. Протокол осмотра предметов от 16 августа 2018 года. Осмотрен фотоаппарат Canon, изъятый в ходе осмотра квартиры по месту жительства обвиняемого. На листе дела номер со 132 по 135 имеется протокол осмотра предметов от 17 августа 2018 года. Осмотрен планшет Lenovo, изъятый по месту обыска по месту жительства обвиняемого. Есть дело со 138 по 139. Протокол обыска 30 августа 2018 года по месту жительства обвиняемого проводился обыск в присутствии обвиняемого. Постановление о проведении обыска Петрухину засчитано от подписи, он отказался по факту удостоверения. Изъято в ходе обыска ноутбук, почти мобильный телефон Samsung, флеш-карта, системный блок, визитная карточка. Еще. Лист дела 140-141. Постановление наложения ареста на имущество и протокол описи арестованного имущества на имущество, которое изъято у обвиняемого, было уголовным обыском. Так. Лист дела 143. Это имущество передано на хранение Петрухину Сергею Сергеевичу. На листах дела со 154 по 157, скажем, 159 имеется поручение по оказанию правовой помощи с приложением к нему, направленному в компетентное учреждение юстиции Российской Федерации, в частности, о проведении выемки во ВКонтакте, выемки документов, содержащих сведения, касающихся страницы социальной сети ВКонтакте, принадлежащей обвиняемому. На листе дела 163 имеется протокол осмотра предметов от 4 декабря 2018 года, а именно сведений посещения интернет-сайтов Петрухина,
на 3 апреля 2018 года с помощью мобильного телефона. Так, на листе дела 166 по 170 имеется информация из Белтелекома о том, что Мирон Петрухин Сергей Сергеевич зарегистрирован абонентский номер 8016 24 761. Также предоставляется услуга выхода в сеть интернет Wi-Fi и указан номер договора. Также предоставляется информация о статистике выхода в сеть интернет с 27 марта по 5 апреля 2018 года. И также на листе дела 171 имеется справка следователя, составленная по результатам анализа данного ответа на запрос. Установлено, что смотря на установленного по месту жительства Петрухина осуществлялась сессия в вход и выход на интернет-сайт в период времени с 15 часов 13 минут 1 апреля 2018 года до 15 часов 12 минут 4 апреля 2018 года, то есть значимый для дела период. Размещение скопительного комментария было произведено 3 апреля 2018 года 21:35. Также в данном ответе на запрос указаны IP-адреса, которые присваивались при конкретном выходе конкретного подразделения. На листе дела 182 имеется протокол осмотра предметов 29 2018 года, осмотр на персональной странице Сергея Петрухина в соцсети ВКонтакте, на которой размещен видеоролик под названием «Великолепная четверка 3 на старте финала». Из дела 184-185 с записью видеоролика признан вещественным доказательством по делу и приобщен к материалам уголовного дела. На листах дела со 185 по 191 имеется заключение судебного психолога психиатрической экспертизы отношения обвиняемого 24 сентября 2018 года. Эксперты психиатрии пришли к выводу, что Петрухин Сергей Сергеевич в период времени, относящихся к деяниям, в которых подозревается хронического психического расстройства, заболевания, слабоумия, временного расстройства психики и иного болезненного состояния психики не обнаруживал, мог сознавать фактический характер и общественную опасность своего действия, руководить ими психическим расстройством, заболеванием или умственной отсталостью не страдал, мог в полном объеме сознавать значение своих действий и руководить ими. В настоящий момент Петрухин также не обнаружил признаков какого-либо психического расстройства, но лишен возможности сознавать значение своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер безопасности и лечения не нуждается. Синдром зависимости от алкоголя, хронического алкоголизма, наркотических средств, наркомания, токсикоманических веществ, токсикомания не страдает. На листах дела с 200 по 204 имеется заключение судебной экспертизы радиоэлектронных устройств от 11 октября 2018 года. Производилась экспертизу изъятого планшета, значимой информации, полученной данной экспертизы не было. На листах дела с 212 по 216 имеется заключение судебно-компьютерной технической экспертизы от 11 сентября 2018 года по флеш-картам изъятой обвиняемого. Обнаружена информация, на них положена на 10 оптических дисков 9 На листах дела с 222 по 228 имеется заключение судебной комиссионной лингвистической экспертизы от 18 сентября 2018 года. Поставлены перед экспертом следующие вопросы. Имеется ли в представленном тексте комментариев в социальной сети ВКонтакте видеоролику до 4 финала пользователь Сергей Петрухин высказывания, в которых негативно оценивают сотрудники ОВД, Игнатюк, Якушевич, Горянтич и Толков? И второй вопрос. Если да, то какими речевыми средствами выражена негативная оценка указанных сотрудников ОВД? И согласно выводов, ответ на первый вопрос. В тексте комментариев к видеоролику «Великолепная четверка 3 на сайте финал» в социальной сети ВКонтакте пользователя Сергея Петрухина имеются высказывания, в которых негативно оцениваются сотрудники УВД администрации Ленинского района города Бреста Якушевич и Игнатюк. Негативная оценка выражена лексическими средствами русского литературного языка. Второй вопрос. В тексте комментария к видеоролику «Великолепная четверка 3 на сайте финала» в социальной сети ВКонтакте пользователя Сергея Петрухина имеется высказывание, в
в которых негативно оцениваются сотрудники ОВД администрации города Бреста, прапорщики Галянтич и Топов. Негативная оценка выражена Алексеем Эдибилу, употребленной в значении, имеющем в словарях современного русского литературного языка пометку «бранно», использованной функции брани. На листах дела с 233 по 240 имеется заключение комплексной судебно-фоноскопической экспертизы от 29 августа 2018 года. Поставлен на разрешение вопрос, каково дословное содержание разговора в звуковом сопровождении видеофайла суд Петрухина 29.3.18. Далее название файла, содержащегося на представленном исследовании на оптическом диске. И эксперты дают вывод, что дословное содержание приведено в исследовательской части заключения, где оно, собственно, и изложено. Далее, на листах дела с 250 по 257 имеется заключение комиссионной судебно-лингвистической экспертизы от 29 октября 2018 года. На разрешение эксперта поставлен вопрос, имеются ли в представленном исследовании видеофайла, название файла, высказывания, в которых негативно оцениваются сотрудники ОВД и Братилия, Бушевич, Галянтич и Топов. Если да, то какими речевыми средствами выражена негативная оценка указанных сотрудников ОВД? Выводы эксперта. Первое. В представленном на исследовании видеофайле имеется высказывание, в котором негативно оценивается участковый Игнатюк Сергей Петрович. Высказывания, в которых негативно оцениваются сотрудники ОВД администрации Ленинского района города Бреста, я пишу Галянтич Топов, в представленном исследовании видеофайле не имеется. И второе. Негативная оценка участкового Игнатюка Сергея Петровича выражена лексическими средствами современного русского и литературного языка, употребление которых не характеризуется данной речевой функцией. На листах дела с 261 по 268 имеются заключение судебно-компьютерной технической экспертизы 24 октября 2018 года. Экспертиза проводилась по исследованию, сейчас скажу, был именно ноутбук и информация, содержащаяся на жестком диске, которая сохранена на оптический диск, прилагаемый к исследовательской части заключения. Также на листах дела с 272 по 279 имеется заключение судебной компьютерно-технической экспертизы по системному блоку, изъятому в ходе осмотра полностью непосредственно обвиняемого, то есть имеется в ходе обыска. Так, на листах дела с 285 по 290 имеется заключение судебной экспертизы радиоэлектронных устройств, как объектами исследования были мобильный телефон и сим-карта. Так, дальше на листах дела с 296 по 301 имеется заключение судебной компьютерно-технической экспертизы от 18 октября 2018 года. По USB флеш-накопителям изъятых также в ходе обыска обвиняемого. Вот дело номер 4. На листах дела со 2 по 55 имеются копии документов из материала проверки по заявлению Каминского в отношении Капузи и Гребенщика. На листе дела 58 имеется сведения из Государственного банка о правонарушениях в отношении обвиняемого о судимости и привлечении к административной ответственности, с которых усматривается сведения даны на 10 августа 2018 года, что обвиняемый ранее не судим привлекался к административной ответственности по следующим статьям: 18.13, 18.23, 23.34, 24.6, 23.34, часть 3, 23.4, 17.3, часть 1, 23.34, часть 3. Так, лист дела
60. На учетах в неврологическом диспансере обвиняемый не состоит. 61. На учете в психоневрологическом диспансере обвиняемый также не состоит. Далее, вестила 71 справка о месте жительства и составе семьи, согласно которого вместе с Петрухиным Сергеем Сергеевичем зарегистрирован Петрухин Иван Сергеевич 12 года рождения, сын. Вестила 72 характеристика на Петрухина, дана ЖЭС номер 4, зарегистрирован по адресу Нуганова 2219 с 25 октября 2006 года по настоящее время. Жалоб на Петрухина не поступало, задолженности по квартплате, коммунальным услугам не имеется. Другими сведениями ЖЭС не располагает. Есть дело 76. Сведения из Ленинского ОВД о том, что Петрухин Сергей Сергеевич на профилактических учетах в ОВД администрации Ленинского города Бреста в связи с противоправным поведением не состоит. Так, из 88 зарегистрированных маломерных судов обвиняемый не имеет. Из 80 сведения о жилых помещениях, имеющихся собственности обвиняемого, именно эта квартира по адресу Бреста, Нуганова 2219. Из 82 сведения из ФСЗН о местах работы обвиняемого. Из 85 оружие на Петрухина не зарегистрировано. Так, листила 87. Сведения с МРО ГАИ о том, что транспортное средство на имя обвиняемого не зарегистрировано. Листила 89. Колесные трактора, прицепы, самоходные машины на обвиняемого также не зарегистрировано. Также имея сведения об имущественном положении обвиняемого. Так, сведения из банков и других учреждений. Так, на листе дела 123 имеется характеристика Петрухина из ЧУП бюро праздников, согласно которого работал там с 1 февраля 2008 года по 4 февраля 2014 года на должности руководителя художественного коллектива, а с 21 июля 2014 года по 17 ноября 2015 года на должность артиста. За время работы зарекомендовал себя как ответственный, целеустремленный, трудолюбивый сотрудник. В коллективе имел хорошую репутацию, отношения с коллегами поддерживал дружелюбное и открытое. В своей работе относился с инициативой, поставленной задачи, выполнял качественно и все. Нарушение техники безопасности и трудового распорядка не допускал. Далее продолжаются сведения о материальных положениях обвиняемого, выписки из банков. В принципе, более значимой информации в данном томе не имеется. Дом дела номер 5. Так, здесь имеется характеризующая информация в отношении потерпевших, в том числе должностные инструкции милиционеров, характеристики на потерпевших. Так, на листе дела с 32 по 34 имеется протокол осмотра предметов от 4 декабря 2018 года, осмотрен спецпакет с 10 теледиагностиками к заключению эксперта, которое оглашалось ранее. Из дела 35 данные диски признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. Так, листы дела с 44 по 55. Это имеется ответ из Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Центральному району города Санкт-Петербурга.
Это ответ на поручение, которое направлялось в соцсеть ВКонтакте. Собственно, в ответе на запрос указанном поручении имеется время выхода со страницы отмененного интернет, время активности, также указаны и те адреса, которые присваивались, указаны интересующие следствие промежутки времени по посещению социальной сети ВКонтакте. В разделе 59 также сделан запрос в Белтелеком, имеется ответ по IP-адресам, которые присваивались отмену при выходе в указанную промежутку времени. Это именно сессия с 1 по 4 апреля 2018 года, время с 15 часов 12 минут 17 секунд по 15 часов 12 минут 16 секунд. Лист дела 131 постановление о наложении ареста на имущество 18 февраля 2019 года, согласно которого наложен арест на имущество мобильный телефон марки Huawei, мобильный телефон Samsung, ноутбук Asus, ноутбук HP, планшет, компьютер Lenovo, 5 штук USB-флешных накопителей, системный блок марки LG. Имеется дело 132-173, по записи арестованного имущества передано на хранение в камере численных доказательств в СК. Также сделал 129 к обвинению при мере пресечения, где подписки о невыезде и надлежащем поведении. На этом оглашение материалов уголовного дела, полагаю, возможно закончено. Завершается совершенно государственное мнение смотреть комиссию ТВ. Важно, что прокуратура смотрит жалобу на постановление старшего следователя Петрушика об отказе возбуждения уголовного дела принято по результату рассмотрения вашего заявления 4 июля 2016 года, точнее вам интересно привлечение сотрудника милиции и не согласен с решением заместителя прокурора города Воробья по результатам рассмотрения вашей жалобы на указанное постановление следователя. Так. Прокурором города Бреста, что при жалобе вы не приводите новых доводов, условивших необходимости их исследования в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, постановление старшего следователя Брестского МСК Петрушика 8 февраля 2018 года по отказе возбуждения уголовного дела, а также решение заместителя прокурора города Бреста Воробья по результатам рассмотрения вашей жалобы на указанное постановление следователя являются законными и обоснованными. Оснований для отмены указанного постановления следователя возбуждения уголовного дела в вашем заявлении не имеется. Не согласен с решением, принято мною по вашей жалобе и отправить жалобу в прокуратуру Брестской области. Имеется ли заявление ходатайства у участников процесса, пожалуйста, государственный деятель? Не имею. Завтрашний день эксперт. Отправлялась повестка по вопросу. Спасибо. Надо завтра эксперт. Я высказываю, что ходатайство на курсе эксперта, который проводит судебно-лингвистической экспертизы с главным управлением. Значит, направлялась повестка эксперту экспертизы, которая указана в предельном обвинении 40 экспертиза. По-моему, сейчас я скажу точно. Который Минская? Минск. Да, 243, который. Ну, та, что в обвинении. Остальные направлен, значит, повестка на Трамп, эксперт подтвердил свое участие завтра в 11 часов. Запрошен. Фамилия эксперта. Дудин есть по прозвучному эксперта. Дудина Ольга Николаевна. Завтра на 11 часов
эксперт. Значит, дальше планы свидетелей завтра реализоваться. И еще какие-либо доказательства, заявления ходатайства. И готовимся к судебной передаче. Завтра? Ну, готовимся, да. Все. Ну, у обвиняемого уточним завтра мнение по заявленным гражданским искам. Сегодня мы обсудить их, что завтра мы выслушаем мнение. Ну и все, участникам процесса при предоставлении каких-либо сведений, доказательств. Завтра есть возможность право реализовать. То есть все. Это еще по оглашаемым материалам дела. Вот я не услышала материалы проверки в отношении истребуемые следователям. Оглашались, не оглашались, по-моему? Копии материалов дела. Материалы проверки 568 по заявлению комиссии. Ну, кратенько оглашались. Ну, то есть... Если завтра, можем еще раз огласим, если будет необходимость, посмотрим. Значит, завтра же также мы осмотрим диски. Ну, сегодня оборудование пока не позволяет. Завтра организуем эту часть, диски осмотрим. Значит, по делу объявляется перерыв до завтра на 11:00 в этом уже кабинете ставим. Сергей Сергеевич, вы первый покидаете зал судебного заседания. Спасибо за участие. Опять же, одна часть выходит, пожалуйста, без создания толпы. Потом вторая. Это, наверное, забыл Трухин. В 11, друзья. 9 Так, если вам надо, Паша передаст. Сергей Сергеевич. Да. Так мы сейчас с вами пообщаемся.